днем, Якутия! С новым днем Амга! Мы рады приветствовать вас в жемчужине нашего региона в Амге, где сейчас проходят 7-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Так, сегодня состоятся групповые матчи по мини-футболу, баскетболу, волейболу среди мужчин и женщин, четвертьфинальные бои боксеров, прыжки и забеги в легкой атлетике, в том числе и среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, шашки, спортинг, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, вольная борьба. Словом, второй соревновательный день игр будет очень и очень насыщенным. А тем временем эстафета огня игр уже прибыла в Амгу. Как вы помните, зажжение священного огня состоялось во время Исеха Аланхо в Намском Улусе. Огонь был добыт древним традиционным способом на берегу речки Чакыя в местности Тас-Илар. А завершится эстафета огня на стадионе Амга-Олимп. С подробностями Ниргуяна Егорова. В течение 2 недель хранители огня пробежали 765 километров. Факелоносцы передали огонь молодым спортсменам Амги. Группа прибыла на площадь Славы, где их встретил живой коридор волонтеров и скандинавов. Мы очень долго ждали этих игр. Да? И сегодня вот принимаем огонь 7 спортивных игр. И, конечно, вот, наверное, все наше население, наш Улус очень счастливо. Благодаря спортивным играм к нам приходит развитие. Для марафонца Дмитрия Горохова это не первая эстафета. Он руководил эстафетой огня 4 международных спортивных игр «Дети Азии», спортивных игр народов Якутии и игр Манчары. Мы за 14 дней дознали покоя, огонь все время горел. Мы волонтеры вообще-то. Участие приняли очень активно мастера спорта, активисты республики. И свои миссии выполнили очень отлично. Я им благодарен. Опытный факелоносец подошел к делу с большим энтузиазмом. Также он принял участие в создании самого атрибута. Эскиз факела придумал сам марафонец, руководитель группы Дмитрий Горохов. Как вы видите, факел в виде сарданы длиною в 65 сантиметров символизирует Амгу, собственно, где будут проходить 7-е спортивные игры народов Якутии. Эстафета огня уже на финишной прямой. Во время торжественного открытия пройдет и главное событие спортивных игр – церемония зажжения чаши. На 7-х спортивных играх народов Якутии начались соревнования по баскетболу. Первый соревновательный день запомнился зрителям зрелищным матчем между 2 фаворитами – командами Намского и Хангаласского улусов. Подробностями с нами поделится наш корреспондент Виолетта Засимова. Баскетболисты вступили в борьбу за награды. Все матчи проходят в новом спортивном зале в селе Чопчилган в 3 километрах от села Амга. Лидерами состязаний среди женщин считаются команды из города Якутска, Намского, Хангаласского, Вилюйского улусов. Среди мужчин команды из Якутска, Нейрингри, Хангаласского и Ленского районов. Программа первого игрового дня началась с матча между женскими командами Сунтарского улуса и Сахастуденческого спортивного союза. С отрывом в 10 очков победу одержали сунтарские девушки. Сильнейшим и опытнейшим игроком команды является Эвелина Васильева. Это уже ее 4-е игры народов Якутии. Это моя 4-я спартакиада. Первый раз участвовала в 3-м году, в 2000-м, настольный теннис и играла в волейбол. Там, да, 2 вида. Сейчас тоже играю настольный теннис и баскетбол. Более брутальный мужской турнир по баскетболу открылся матчем между сборными Ленского района и Горного Улуса. Ленчане, занимающие лидирующие позиции в баскетболе, предсказуемо обыграли спортсменов из Горного Улуса со счетом 67-32. Игра нормальная, динамичная. Команда Горного, я не знаю, честно. Хорошие ребята, борются, бегают, прыгают. Молодцы. Всего групповая стадия первенства по баскетболу в рамках 7-х спортивных игр народов Якутии включает в себя 19 баскетбольных поединков. Они пройдут в течение 2 дней. В 3-й соревновательный день начнутся игры плей-офф. О развитии событий мы расскажем в следующих выпусках. Виолетта Засимова, Илья Сыромятников. Новый день. Амга. Несмотря на прохладную погоду, в многофункциональном спортивном зале идут жаркие схватки. Начались соревнования по волейболу. За ходом событий наблюдал Роман Савинов.
Хозяйка игры Амга давно славится своими волейболистами. Именно они открыли сегодняшнюю игру, сыграв против сборной из Нерюнгри. Нерюнгринская коса нашла на амгинский камень. Итог игры 3-1. Хозяева положили первую победу в свою копилку. Как говорят специалисты, сборная Амги в числе фаворитов на этих играх. И команда сумела это доказать на встрече с нерюнгринцами. Подача за подачей. Очки падали в корзину хозяев. По сравнению с предыдущими соревнованиями, руководство команды на эти игры собрала весьма рослых спортсменов. И это, несомненно, сказалось на исход матча. А вообще, если говорить о соревнованиях по классическому волейболу, по протоколу должны были участвовать 12 женских и столько же мужских команд. Но сборная алмазной столицы не смогла приехать на игры. Оставшиеся 11 команд практически равносильные, поэтому встречи обещают быть весьма зрелищными. Команды разбиты на 4 группы, там по 3 команды играют в каждой группе. Игры сегодня начались. Первая игра у мужчин, хозяева в упорной борьбе выиграли у команды Нерюнгри 3-1. И сейчас идет игра Татинский, Алекминский, там тоже очень упорная игра идет. Вторыми на поле вышли сборные Таты и Алекминска. Это было что-то. Зал гремел. Первую партию с трудом сумела выиграть команда из Алекминска, хотя команды шли до конца на равных. Вторую и третью партии таттинцы уверенно записали себе. Казалось бы, все, вот оно, победа в руках у Татты. Но четвертая партия переломила ход игры. Команда Татты допустила слишком много ошибок, за что и поплатилась. Четвертая и пятая партии ушли к алекминцам. Итог матча 3-2. Алекминск уверенно шагнул вперед. Как сказать, мы собрались духом, как-никак тренировались, и вот результат. В конце пятой партии мы собрались и выиграли. Вообще, насколько трудно на вас победить? Трудно. 5 партий. Игры слишком долгие, поэтому еще у нас сегодня вторая игра, надо уже на вторую игру настраиваться. Соревнования по классическому волейболу в многофункциональном спортивном зале Амги будут продолжаться вплоть до 7 июля, о результатах которых мы будем рассказывать вам в следующих выпусках. Hello, we are glad to see you in our English Kindergarten Union. Have a nice day! Академия будущего Юнион приглашает на летние курсы «Веселая школа». Это единственный английский детский сад в самом центре города. Малыши от 1 года до 7 лет целый день находятся с носителем языка. Вас ждут интересные занятия, занимательные игры и креативные мастер-классы. Сказочный интерьер на 500 квадратных метров, музыкальный зал, игровая зона, современные классы, 5-разовое питание и многое другое. Также дети имеют возможность бесплатно играть в огромном сухом бассейне, посещать комнату с интерактивными играми, хендмейд-студию и лего-кабинет. Ваш ребенок не только научится писать, читать, считать, но и сможет развить свои творческие способности, а также хорошенько отдохнуть. Вместе с Юнион ваши дети будут всесторонне развиты. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день», и мы продолжаем наш утренний эфир. И теперь я предлагаю вам немножко отвлечься от спорта и поговорить о финансах. Как достичь финансовой свободы, чтобы деньги стали не самоцелью, а инструментом для достижения целей. А ведь такая возможность у жителей нашей республики есть на протяжении 15 лет. Все подробности в нашем следующем сюжете. Доверие, надежность и динамичный рост. 3 кита, на которых строится работа кредитного союза «Алмаз Кредит Сервис», который вот уже 15 лет несет ответственность за финансовую устойчивость и качество жизни своих пайщиков и партнеров. За 15 лет своего развития «Алмаз Кредит Сервис» вырос в мощную финансово устойчивую организацию, объединяющую более 22 тысяч пайщиков по всей республике. Миссия нашей компании заключается в развитии качества жизни людей. Понятие качества жизни, помимо материальной обеспеченности, включает еще такие факторы, как здоровье, долголетие, окружающая среда, а также удовлетворение культурных и духовных потребностей.
Наши мечты должны сбываться. Начните с постановки четкой цели, рассчитайте бюджет, а в Алмаз Кредит Сервис вам подберут сберегательную программу, которая будет наиболее удобна и выгодна именно вам. В этом кредитном союзе работает принцип кооперации и взаимопомощи. Пайщики как члены большой и дружной семьи, где люди получают возможности на образование, лечение, отдых, приобретение бытовой техники, улучшение жилищных условий, развитие бизнеса. В эти дни, празднуя свой юбилей и получая поздравления от пайщиков, мы хотим поделиться промежуточными итогами года. Активы компании на 1 июля продолжают расти, и размер наших фондов страхового, резервного превысили 1 миллиард 148 миллионов рублей. Успехи Алмаз Кредит Сервиса основаны на профессионализме каждого сотрудника команды и на доверии и лояльности наших дорогих пайщиков. Алмаз Кредит Сервис – это больше, чем просто деньги. Вступая в кооператив, вы получаете не только финансовую услугу, а прежде всего высококлассное обслуживание, заботу о вашем устойчивом финансовом благополучии и уверенность в своем завтра. Финансовая свобода – то, к чему приходят все, кто когда-то хорошо подумал и сделал первые шаги в правильном направлении. Хочу поздравить наших многочисленных дорогих пайщиков с 15-летием Алмаз Кредит Сервиса и пожелать им постоянного роста, благополучия и процветания. Ну что ж, друзья, я напоминаю, что мы находимся в Амге, где сейчас проходят 7-е спортивные игры народов Якутии. Но спортивные состязания проходят не только в административном центре, но и в близлежащих населенных пунктах, селах Чапчелган и Битюнцы, где специально построили спортивные объекты. И туда на время игр запустили 2 автобусных маршрута. Но помимо этого, специально на период проведения 7-х спортивных игр народов Якутии авиакомпания «Полярные авиалинии» открыла авиарейсы в Амгу. Перевоз будет осуществляться из аэропорта Маган на самолете Ан-2 вместимостью 12 пассажиров. Тариф в одно направление составит 1800 рублей, а билеты можно приобрести в агентстве воздушных сообщений авиакомпании «Полярные авиалинии». Первый соревновательный день для команд по мини-футболу не обошелся без неожиданных поворотов. 3 и 4 июля в спорткомплексе «Дружба» футболисты будут проводить матчи в группе. И по итогам первых 2 дней станет известно, кто же продолжит борьбу за медали в полуфинале. С подробностями Саргалана Захарова. Открыли групповой этап соревнований команды Оленёкского и Усть-Алданского районов. Последние, к слову, одни из сильнейших в республике. Однако первая игра у фаворитов не задалась. Результат 2-1 в пользу оленёкских спортсменов. Показали, что мы готовы. Хоть мы из Оленька, но мы тренировались, готовились и выиграли очень сильную команду центральную. Мы сами из севера, из далекого района, можно сказать. Но мы показали, что мы умеем играть в футбол. Повлиял ли на исход встречи тот факт, что размеры зала меньше обычных, или другая немаловажная черта, как линолеумное покрытие вместо привычного паркета? Но во всяком случае эти особенности уравнивают шансы участников. Ход противостояний может измениться в любой момент. В составе команд только сильнейшие футболисты. Звездный игрок Усть-Алтанцев Афанасий Федоров. В составе команды «Алмаз Алроса» в этом году он завоевал звание чемпиона России. Мирнинский клуб играл в высшей лиге Ассоциации мини-футбола страны, но 1 июня команда была реорганизована. Что позвонили, то что сборы будут, уже сразу прилетел после чемпионата и потом домой съездил. Потом сразу начались сборы, месяц уже сборы были. Главные соперники сейчас у нас Мирный завтра. Должны обязательно выиграть.
Ни в коем случае ни ничья, ни проигрыш, только победа. В групповом этапе участники по результатам жеребьевки были распределены на 4 группы. В каждой по 3 команды. Усть-Алданцы и Оленёвцы вошли в группу А. Их третий соперник – еще один традиционный лидер турниров – команда Мирнинского района. В ее составе также заявлены игроки Алмаз Алроса. Во второй день соревнований они противостоят команде своего соратника Федорова. Группа Г, или как ее еще называют, группа смерти. Здесь собрались самые сильнейшие участники игр. Это сборные команды Дерюнгринского, Алданского и Ленского районов. И на самом деле то место, где я прямо сейчас стою, оно не самая безопасная точка, потому что мяч проносится по залу на бешеной скорости из одной половины на другую. И определить, у кого явное преимущество, пока довольно сложно. Команды просто обмениваются голами, отправляя мяч то в одни, то в другие ворота. А в это время зал не затихает ни на минуту. Порадуют любителей мини-футбола и сборная Якутска. В ее составе сыграет член самарского «Динамо», бронзовый призер Суперлиги чемпионата России Никита Евтушенко. Ребята есть и опытные, есть молодые, так что посмотрим. Я думаю, кто постарше помогут, ребятам помоложе. Но будем стараться играть и показывать красивый футбол. Больше ставку сделали на молодежь, но будем все равно стараться показать хороший футбол и занять как можно лучшее место, призовое место. Делать прогнозы пока рано. Впереди еще один день группового этапа. В четвертьфинал по его итогам выйдут 4 сильнейшие команды. Победитель группы А встретится с лидером группы Г. Сильнейшие в группе Б сойдутся с победителем группы В. Саргалана Захарова, Семен Афанасьев. Новый день Амга. А между тем матчи по баскетболу стартовали одними из первых вчера, 3 июля, и продлятся они до воскресенья. Именно тогда мы узнаем имена финалистов. Всего на игры прибыло 24 баскетбольные команды, 12 женских и 12 мужских. А судить якутских спортсменов будет профессиональный баскетбольный арбитр, судья международной категории, председатель учебно-методической комиссии Федерации баскетбола нашей страны Федор Дмитриев и Федор Борисович сегодня у нас в гостях в нашей программе. Доброе утро, Федор Борисович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли так получиться, чтобы баскетбол в нашей республике стал таким же популярным, как футбольная борьба? Это вообще возможно или нет? Возможно. Каким образом? Потому что я увидел заинтересованность и в Якутии, и в Якутске, куда меня пригласила Республиканская федерация для проведения большого семинара. Я увидел заинтересованность детских тренеров, что они хотят развивать баскетбол. Есть большие государственные программы, баскетбол весь в школе. Я думаю, что все-таки баскетбол один из популярных видов спорта у нас в стране. Я думаю, что он также имеет большие перспективы на развитие. И я могу сказать, что будет хорошая баскетбольная традиция. Была бы профессиональная баскетбольная команда Сахара. И хотелось бы, чтобы это все прекратилось. Есть студенческие школы и Якутск. Неоднократно свои команды и расставляла. Я думаю, что традиции есть. Самое главное дать небольшой толчок. И вот такие соревнования, которые здесь проходят, это, безусловно, является позитивным моментом. Ну, в Якутии все мы небольшого, не баскетбольного роста. А вообще влияет ли рост на баскетбол? Я могу сказать, я сам играл в баскетбол, и есть такая как бы шутка. Баскетбол играют высокие и умные. Я не высокий, но, соответственно, наверное, и не глупый. Поэтому я думаю, что есть много команд, допустим, азиатских. Команда Тайваня, команда Монголии, которые завоевали там хорошие места на азиатских соревнованиях, на международных соревнованиях, на мировых. И даже команда Японии. И там много невысоких игроков, но они представляют свои страны в баскетболе, и баскетбол там развивается. Я вижу, что здесь есть высокие игроки. Просто нужно работать, нужно их искать. Я думаю, что в любом случае, те тренеры, которые хотят добиться высоких результатов в вашей республике, они приводят вот сюда, на эти турниры, высокорослых ребят. Конечно, не такие высокие, как, допустим, может быть, в Европе, где есть там за 2.20, за 2.10. Но сейчас баскетбол поменялся, и сейчас люди хотят смотреть зрелищные баскетбол, где есть игроки подвижные, быстрые, которые много забивают, играют активно в нападении и в защите. Баскетбол немножко меняется. Я думаю, что сейчас хороший момент развивать баскетбол, дать новый толчок. Сейчас обнадежили много. Да. Скажите, вот, вы в Якутск приехали
место. И если раньше это было лет 10 назад раз в 4 года, сегодня за последний год менялись 2 раза правила. И они поменялись существенно. В связи с этим очень активно в этом плане работает федерация. Она обратилась, и федерация наша российская откликнулась таким позывом, потому что все-таки удаленность от Москвы, от Европы большая, чтобы приехать сюда и максимально все, что есть через интернет, или там дистанционно, передать все вживую, все эти последние наработки, то, что мы очень часто в европейской части России проходим, и люди, судьи, и тренеры, и игроки получают информацию вживую довольно часто, сюда доехать получается из-за логистики немножко сложно. Но в любом случае, я думаю, что это будет не первый. Я в этом году был уже на Чукотке, тоже как бы ваш регион, и вот сейчас в августе будем в Хабаровске. Я думаю, что все-таки с руководством федерации мы говорили, я думаю, что на турнирах, на всяких финальных стадиях различных баскетбольных первенств мы будем делать такие выездные мероприятия, а может быть даже в дальнейшем самых лучших судей и там, тренеров вызывать в Россию и делать совместные проекты именно в российскую часть нашей страны, европейскую. Вы впервые вообще да. впечатления от самой республики, Я первый раз в Якутии, я могу сказать, что очень много позитива. Несмотря на то, что далеко и другая культура, я сам родом из Беларуси, уже больше 10 лет живу в Москве, представляю Московскую область как в плане баскетбола, а работаю в федерации уже я могу сказать, что люди очень гостеприимные. Когда там тебя встречают, когда тебя показывают, где бы я ни был, люди встречают все, что у них есть, они показывают очень добродушные по своему характеру, очень приятно здесь находиться. И я самое главное, что очень нормально отношусь, я примерно представляю, что такое может быть это в глубинке баскетбола. Я посмотрел здесь школы, мне понравилось, как у нас, где мы даже расселяемся, как нам люди, работники в сфере обслуживания, питания, проживания, как они относятся к нам. Это очень приятно. И самое главное, баскетбол, который в зале есть, полный зал, люди эмоциональные, люди ходят и интересуются. И на семинаре, который был у нас 3 дня, мне очень понравилась заинтересованность тренеров, заинтересованность игроков. И самое главное, что очень много молодых, это очень важно. Для себя вы уже обозначили, говорит, потенциальных победителей игр? Ну, во-первых, судьи, они обозначают финалистов, победителей в конце. Самая главная наша задача, чтобы это было все объективно и честно, справедливо, чтобы все, даже тот, кто проиграл в конце, не бывает ничьей в баскетболе, он с результатом игры был согласен. Вот это самая главная задача. А для судейства самая высокая оценка, когда тишина в зале, когда на судей не пишут ни протестов, никаких ни апелляций, а люди получают удовольствие в зале. Я могу сказать, что очень сильные команды. Неринги и команда Якутска очень сильная. Конечно, хотелось бы, чтобы местная команда была представлена в баскетболе. Вот. Но я знаю, что вот все эти баскетбольные объекты, какие здесь есть, это новый зал, потом зал волейбола, который тоже имеет баскетбольную разметку, условия для баскетбола. Даст толчок вот именно здесь, недалеко от города Якутска, в Амге, это как бы городской поселок, деревня. Я думаю, что это будет большой центр для развития баскетбола. Спасибо вам большое за беседу, я желаю удачи. Спасибо вам, спасибо за приглашение. Выиграй Амгинские игры. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Помимо спортивной жизни, здесь в Амге всех гостей ожидает и богатая культурная программа. Так, на днях здесь состоялось открытие мемориального музея-усадьбы в честь прославленного борца Николая Захарова-Сахача, простого парня из обычной амгинской семьи, который смог достичь своей заветной цели, своей заветной мечты. Он стал чемпионом мира. Музей в Амге построен силами родных и друзей Николая Захарова. Работа над строительством началась в прошлом году. Символично не только само открытие мемориального музея на родине прославленного спортсмена, но и место. Его построили в родном дворе Николая Семеновича Захарова, Сахача, на улице, названной в честь знаменитого спортсмена.
Музей возвели на месте родного дома Николая Захарова и его семьи. Для этого обветшавшее здание пришлось разобрать, так как оно пришло в негодность. Но новенькая постройка полностью повторяет архитектуру старого жилища. Материалы из города привез друг Николая Захарова Спиридон Борисов, а мы построили музей. Идея заключается в том, чтобы наш старший брат Сахача был примером для нового поколения, чтобы они захотели стать таким, как он. Если зайти в музей, то это сразу становится ясно. Музей показывает, каким он был, как человек и как спортсмен. Экспонаты для нового музея собирали всем миром. Как признались родные спортсмена, многое из наследия спортсмена было утрачено, но оттого оставшееся еще более ценно. Экспонаты продолжали нести. Сын Вячеслава Карпова, одного из товарищей Сахача, вручил его родным копию письма, которое долгие годы хранилось в семье Карповых. От своей семьи вот презентуем экспонат. Письмо Николая Захарова моему отцу, датированное 1968 годом. Когда в этот период как раз Чурапчей, мой отец, болел, поэтому на сборы не поехал. И вот в Тбилиси Николай написал письмо моему отцу, мы вот его увеличили. Письмо в оригинале есть, это почерк Николая Захарова. Тут написано содержание, прочтете, все читаемо. Этот день по праву можно назвать Днем памяти Николая Захарова, так как в этот же день в Амге прошли презентации книги и трейлера документального фильма, посвященных Сахача. Юрий Осипов, Семен Афанасьев, Амгинский улус. Друзья, на календаре сегодня 4 июля, четверг, и сегодня в Амгинском районе во время 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия состоятся групповые матчи по мини-футболу, баскетболу, волейболу среди мужчин и женщин, четвертьфинальные бои боксеров, прыжки и забеги в легкой атлетике, включая и среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, шашки, спортинг, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, вольная борьба. Словом, программа второго соревновательного дня будет очень и очень насыщенной. И за всеми спортивными баталиями вы сможете наблюдать на нашем телеканале. А на этом у меня все. Увидимся завтра тут же на Амгинской земле. Я желаю вам удачи и отличного настроения. Амга, спорт, дружба.